Мы год назад очень активно занимались вопросом нефтедобычи. Прошел год, новые события. Что скажешь по этому поводу? Моя позиция по нефти не изменилась абсолютно. Сейчас у меня нет категорической позиции по части добычи или недобычи. Вопрос этот очень сложный. Возможно, в будущем когда-то мы можем прийти к этому. Но в данный момент, в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, с учетом способности наших органов государственной власти контролировать вообще какой-то процесс, принимая во внимание характер договоров, их экономическую и экологическую целесообразность для Абхазии в данной ситуации, я категорически против вообще этих проектов. Мы год тому назад этим занимались, сейчас неожиданно, через год, опять эта проблема актуализировалась. Очень странно, что проекты принял такой активный характер именно в период выборов. Для меня тоже это очень странно, зная, что в обществе не совсем однозначное отношение к этой проблеме. Есть часть населения, которая категорически против вообще добычи, какой-либо добычи нефти. Есть часть населения, которая не видит экономических выгод в данной ситуации по условиям этих договоров. Можно сказать, больше половины населения не хотят этих проектов. Вот сегодня они не хотят. И в такой ситуации, тем более сейчас у нас выборы идут, выборы у нас, как вы знаете, всегда в напряженной обстановке проходят, и сейчас поднимать эту тему было просто, ну не знаю, однозначно могу сказать, что это невыгодно ни одной из этих существующих политических сил. В данный момент это невыгодно никому абсолютно. Я смотрел репортаж, видел там оборудование, это не буровая установка, это подъемное устройство. Наличие этого оборудования уже на промплощадке говорит о том, что работы перешли в активную фазу. Речь идет скорее всего, они будут заниматься реконсервацией скважины, значит, ее ремонтом. Это не все оборудование, которое может быть использовано, но факт того, что работа началась, там осталось, наверное, завести им дополнительное оборудование и пригласить бригаду. И работа, можно сказать, уже будет начата. Скважина будет вскрыта, и потом уже будут ее ремонтировать. Что мне непонятно вообще во всей этой ситуации? У компании, которая сейчас занимается этим проектом, компания Апснойл, у нее в лицензионных условиях ремонт скважин на территории Республики Абхазия, это указано, это одно из условий. Но это не самое главное условие. Там есть более важные условия. Они должны были провести геологическое исследование недр. Это не только материковая зона, но и часть шельфа восточно-абхазского участка. Они этого не произвели. Они этого не произвели, когда они получили разрешение у нас в 2000, если я не ошибаюсь, в 2014 году они получили разрешение. Они в течение определенного периода должны были это сделать, в течение 5 лет. Никаких работ они не проводили. Им продлили этот договор. Кстати говоря, все связывают вопрос добычи нефти с личностью Александра Анквабы и одним штабом. Но другой штаб, один из других штабов, тоже принимал достаточно активное участие в сохранении данного договора. Минэк, например, и руководитель Министерства экономики подписывал документы, которые продлили сроки реализации работ по этому проекту. Так что я думаю, что по этой причине ни один из штабов никаких активных действий не предпринимает и даже не намерен поддержать общество. Для меня что странно, второй раз они, значит, тоже практически никаких работ не проводят, никакого геологического исследования нет, уже все сроки просрочены, никаких разведочных работ они не проводят и, я как понимаю, вообще проводить не собираются. Единственный интерес у этой компании – это несчастная скважина в селе Окум. Я так предполагаю, после того, как они реконсервируют скважину, значит, и восстановят ее эксплуатационные свойства, скорее всего, они начнут добычу. Больше других объяснений происходящего у меня нет.